Препятствия для летчиков. Количество так называемых лежачих полицейских только в одной Назрани достигло несколько сотен. Искусственные неровности стали появляться везде. И где положено, и где их быть не должно. К примеру, на магистральных автодорогах. Улица Асканова относится именно к этой категории. Но и тут есть исключения. Согласно ГОСТу, лежачие полицейские должны обязательно находиться возле школ, детсадов, поликлиник и больниц. А вот на улице Тутаева установлены сразу две искусственных неровности. Эти полицейские, особенно при подъеме, здесь лежать не должны. На этом настояли местные жители, обращались во все инстанции. Этот участок в народе прозвали «Долиной смерти». Ни для кого не секрет. Почему? Людей сбивают. За последний год здесь погибло 5-6 человек на данном участке. Поэтому собрать подписи, обратились в ГАИ, дорожное управление, во все инстанции обращались. Богол уже на протяжении нескольких лет Богол его вопрос решить детхон. Дети идут в школу, вот в эту школу идут дети. По этой стороне. Пока они дойдут до того светофора, машины, которые едут по направлению, пугают детей, значит, они перебегают дорогу. Девочка попала под машину, сбили, сломали ногу, лежит в больнице. В долине смерти частенько разгонялись на высокой скорости, несмотря на то, что здесь стоят камеры видеонаблюдения. Однако и это никого не останавливало. У некоторых автолюбителей на этот случай левые номера. С появлением этих бетонных препятствий проблема решилась. И несмотря на несущественные трудности, с жителями солидарны сами водители. Это очень правильно сделано, что их уложили. Заметно снизилась скорость. То есть вам, как автолюбителю, доставляются неудобства какие-то? Я не сказал, что заставляется убой. Лучше потерпеть, да? Да, лучше потерпеть, да и терпеть-то здесь не очень-то, потому что соблюдается режим, скоростной режим соблюдается. Из-за этих вот лежачих полицейских, да? Режим, во-первых, соблюдается, тормозить не надо, только снизить скорость и плавно переехать, потому что соблюдена норма данных уложенных полицейских, да, норма соблюдена. Просто автолюбители жалуются, что им неудобно при подъеме. Это жалуются те, которые летают на больших скоростях. И, конечно, удобно было проскакивать эти участки. Сбивают тут не только пешеходов, но и дорожные знаки. Сотрудники Ингуш-Автодора говорят, при установке неровности есть свои тонкости, которые необходимо соблюсти. К примеру, лежачие полицейские запрещается устанавливать рядом со светофорами. Также не должно их быть и на подъеме, несмотря на то, что препятствия соответствуют всем необходимым нормам. Особенно зимой это не очень-то комфортно здесь ездить по такой искусственной неровности. Но, тем не менее, мы уложили эту искусственную неровность по предписанию ГИБДД. Вообще этих искусственных неровностей у нас неоправданно много в республике, на всех автодорогах. Их укладывают там, где и надо, не надо. К искусственным неровностям автолюбители относятся неоднозначно. Любители разогнаться, конечно, лежачие полицейские раздражают, а те, кто никуда не спешит, может войти в положение. Штат этих наземных стражей порядка растет с каждым днем. В том же темпе осложняется и ситуация на дорогах. Вот, к примеру, на Аллее Победы в Назрани искусственные неровности установлены прямо на повороте. Что самое интересное, знаков нет, как нет и специальных светоотражающих элементов, чтобы водитель успел снизить скорость до 20 км в час. По ГОСТу высота этой преграды не должна превышать 7 сантиметров в высоту. Этот стандарт здесь соблюден. Допустимая ширина лежачего полицейского до 20 сантиметров с каждой стороны. Все зависит от разрешенной скорости движения. Но с летунами, как называют любители превысить скоростной режим назрановцы, бороться можно только таким образом, поскольку пешеходов здесь не пропускали даже на зебре. Правила нарушают, нарушают это, шамди движение масня. О, машин кезик сотчу, а пешеходный полоски ждали будешь холчи, шотзу кодзу машин ты тихая уз наха. Машин тут уж положение ханюс, алберж дехсе, тут сундук баргусу, саняж уз вахжу постоянно. За установку искусственных дорожных неровностей отвечает Ингуш-Автодор. Правда, по своему желанию они действовать не могут. Работают только по специальному предписанию ГИБДД. На вопрос, почему в Ингушетии так много искусственных неровностей в неположенном месте, сотрудники дорожной инспекции не отвечают. Остается только догадываться. Наверное, этому способствует высокая аварийность в регионе и неугомонные лихачи. Зелимхан Калоев, Джамалей Тамасханов, Новости 24.